Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова Карина. Сегодня мы погадаем на такую тему «Новый знакомый». Чего ожидать? Стоит ли с ним быть? Потянет ли вас друг к другу или не потянет? Тянет ли этого человека уже к вам или еще нет? Вообще какой это человек? Стоит ли с таким человеком заводить отношения? И у нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуально в момент, когда вы его нашли и смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета. И значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Новый знакомый, есть ли перспективы и стоит ли? Первая карта покажет ваши чувства к этому человеку, чтобы вы поняли, правильно ли вы выбрали позицию. По первой карте ориентируйтесь, правильно ли выбираете свой вариант. Да? Может подойти и несколько позиций согласно ваших каких-то эмоций, чувств, согласно того, что вы ощущаете внутри сейчас. Раскладываем наши сердечки. Раскладываем. Итак, первая, вторая, третья. Можно рассматривать как 3 разных знакомых человека, можно рассматривать на одного, можно по чувствам ориентироваться и как вам больше нравится. И надеюсь, что все выбрали, а те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите уже на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. Итак. Первое сердечко. И первая карта — ваши чувства к новому знакомому. Ой. Ваши чувства — это звезда. Ну вот звезда, она прям может даже и показывать, что вы перед этим человеком обнажены, да, обнажили свои чувства уже, очень впечатлились, человек понравился, человек кажется вам очень приятным, там, да, вам с ним как-то интересно общаться, вы очень вознадеялись на этого человека, вы им восхищаетесь, вам кажется, что этот человек гораздо лучше вас, вот, в чем-то в жизни, да, вот, лучше вас по многим параметрам. И, соответственно, карта показывает, может, вы познакомились на расстоянии, ну, либо этот человек действительно для вас вот является какой-то звездой, какой-то надеждой, да, так получается, как вы в него начали верить, может быть, как в свою какую-то надежду на избавление от проблем, там, надежду на лучшее в жизни. Восхищаетесь, может, внешностью или еще что-то. Ну, в общем, есть какие-то окрыленные прямо с вашей стороны чувства, да, понравился. Хорошо, как этот человек, что чувствует к вам? А здесь карта справедливости, вот более строгое отношение. Человек даже может вас за что-то немножко в жизни осуждать, ну вот типа как ты живешь так, да, как неправильно у тебя или образ жизни, или там неправильно работаешь, питаешься, что угодно, что-то не то. Такое холодное немножко отношение, знаете, строгое. Но опять же есть момент такой, что это ответственный человек, может подходить ко всему очень скрупулезно и педантично. Понимаете, вот принципиальный человек. Ну-ка, на мыслях у вас что? У вас 6 мечей на мыслях. Либо переезд, либо отъезд вместе с этим человеком, да? К нему переезд, может, вы хотели бы избавиться, опять же, от проблем от многих, поменять свою жизнь. Либо этот человек действительно на расстоянии, и вы хотели бы с ним встретиться, приехать, или чтобы он приехал. Что он думает? Король кубков. Что у вас, может быть, другой человек есть. Да? Не только он, а еще другой человек. Но, опять же, мысли, любовные мысли, любовные, то есть в чувствах строгость, да, и даже какое-то осуждение, но в мыслях человек считает, у вас могли бы получиться отношения. Но вот, я надеюсь, у меня нет конкурентов, да? Может, он потому строго смотрит, что подозревает, не доверяет. Так, у вас на намерениях что? Паш кубков, ну вот вы хотели бы с ним продолжать отношения, общение, говорить на любовные темы, сделать этому человеку сюрприз, может быть, свидание, встреча, да, вот у вас такие мысли любовные, что намерения любовные, да, вот все хорошее такое. Его намерение — это солнце. Возьму пока, позаимствую чужой кристалл. Вот. Солнце показывает, опять же, развитие отношений, да, что человек даже
очень настроен на вас и считает, что вы могли бы быть вместе очень счастливы. Вместе счастливы. То есть карта Солнца, она действительно такая. Она показывает, что вы с человеком можете, как он считает, построить действительно продуктивные, хорошие, счастливые, яркие отношения. То есть, да, вы как-то друг на друга настроились. У вас есть взаимные чувства. Итак, можно ли надеяться на то, что эти отношения продолжатся? 9 пентаклей. Ну да. Но у каждого из вас есть, опять же, зона комфорта. И не сразу вы собираетесь с ней расставаться оба. Медленное развитие отношений. А вообще в традиционной колоде на этой карте всегда есть улитка. Почему? Потому что медленно, но верно можно построить серьезные отношения, очень такие счастливые. Здесь улитки нет, но все-таки, да, это размеренная карта такая. Можно построить хорошие отношения, все, но постепенно. Вот не сразу, не за 5 минут. Какой этот человек? Какой он? Хороший или плохой, или туз мечей? Строгий. Вот помните, карта правосудия, вот этот меч, который есть у богини Фемиды, он тут же на него выпал. Это очень правильный человек, принципиальный, строгий, живет по правилам, по расписанию, педантичный, перфекционист. Но и ответственный, но может даже стать в какой-то момент несколько либо жестоким, либо подчиняйся, или уходи. Вот такие условия может ставить в отношениях. Хотя, ну да, это лидер. Сейчас лидеры многих интересуют, их почти нет, они вымирают, но вот есть в нем вот какой-то, не знаю, прям. Ты его никогда не переспоришь, он всегда прав. Вот это вот слишком как-то, да, перебор. Ну, давайте посмотрим, он вам подходит. Он вам, знаете, для чего подходит? Как утолить печали в жизни, ну, избавиться действительно от многих проблем и жить более ровно и спокойно. Вот если вы так хотите жить более ровно и спокойно, он вам подходит, этот человек. Но, с другой стороны, да, 4 мечей избавляет от прошлого, от тяжелых травм, переживаний, но сказать, что по этой карте люди идеально друг другу подходят, я не могу. Будете ли вы с ним счастливы? Колесо. Можете быть счастливы по колесу, но и глобальные перемены в жизни несет этот человек. Действительно, это могут быть даже кармические, судьбоносные отношения, но и все-таки будут ли серьезные отношения в будущем? Да, король пентаклей, могут быть серьезные отношения по этой карте, и даже брак. Но при этом и другой человек, если особенно вы женщина, и другой человек тоже может быть как альтернатива, да? Как альтернатива. И это тоже нельзя так вот спускать со счетов. То есть сказать, что новый знакомый только один, и только он вам подходит, и больше никто, я не могу. То есть может быть и другой человек. Ну, вот такой ответ у нас по первому варианту, да. Так, убираю карты обратно в колоду. Вдруг они кому-то еще понадобятся, эти карты. И идем к позиции номер 2. Красное сердечко. И первая карта — ваши чувства к этому человеку. Туз жезлов. Ну, это впечатленность такая, яркость, страсть к человеку, интерес такой неподдельный. Вы очень этим человеком заинтересованы, вы думаете об этом человеке. Он в вас пробудил эмоции, чувства, энергию огня, да, то есть карта яркая, карта интересная, вы ждете прям инициативы от этого человека. А теперь, что этот человек чувствует к вам, да? Колесница. Карта показывает, что человек испытывает тоже к вам большой интерес. Человек считает у вас общие цели, очень много общего интереса, да? Человек испытывает влечение к вам, хочет развивать скорее, вот так, прям развивать отношения с такой, знаете, энергией, вы с энергией, этот человек с энергией. То есть видно прям, что у человека есть на вас направленная вот эта вот, как сказать, такая сила, да, энергия такая, интереса вот этого, влечения вот этого. Что вы думаете? 5 жезлов. А вот то, что вы иногда можете с ним, ну, как будто противопоставляться друг другу, да, ругаться или спорить, или не во всем согласны друг с другом, да, не во всем.
То есть есть иногда и бурные реакции, совсем бурные. Ревность, например, там, да, какой-то, с одной стороны, неподдельный интерес, с другой люди могут уже спорить, даже при начальном знакомстве. Что этот человек думает? Туз кубков, много эмоций. Ты у меня вызываешь много чувств. А человек, в свою очередь, может у вас внутри вызывать внутреннюю борьбу, да? У него вы вызываете чувства, очень сильные чувства, он у вас внутреннюю борьбу, ну и тоже чувства. Человек думает, что это, возможно, любовь, влюбленность, и понимает, раз много эмоций пошло в вашу сторону этого человека, значит, думаю, что... А вдруг будет какое-то продолжение? То есть человек прям этого хочет, да, продолжение. Что вы намерены? Луна. Луна показывает, что вы пока не намерены раскрывать человеку все карты о себе. Ну вот не намерены. Вы хотели бы сначала быть таинственным или таинственной, да? Вы хотели бы разобраться в своих чувствах. У вас в намерениях иметь какие-то яркие, но тайные отношения или пока еще неопределенные отношения. И не говорить все о себе, не выдавать свои тайны, а стараться быть скрытным человеком. Понимаете, скрывать, да, что-то скрывать у вас в намерениях. А что у этого человека в намерениях? Звезда. Ну, эта карта показывает, человек очень размечтался, очень-очень размечтался о вас. И, конечно, у него в намерениях, чтобы все мечты сбылись, да, про вас и про ваши отношения. Человек хотел бы, если вы на расстоянии друг от друга, приехать, пообщаться с вами, или чтобы вы приехали, встретиться лично. Ну, очень такое восхищение идет, влюбленность и желание только развивать эти отношения, быть вместе, да. Так, давайте посмотрим, какая перспектива есть отношений между вами. Отшельник. А вот здесь сложнее, потому что такое чувство, да, по картам, что человек очень вами впечатлился, а вы, да, впечатлились тоже, но это вы знаете, что у вас может пройти. И тогда отшельник показывает, что скорее вы уйдете в сторону, что скорее вы не захотите быть с этим человеком, да, проявите потом, ну как, молчаливость, пассивность и отсутствие интереса. Какой этот человек? Семерка кубков, но это мечтатель, прям мечтатель, не совсем обязательный человек, нет. Вот, может, поэтому вы можете потерять интерес к этому человеку, потому что человек может много обещать, но мало делать. Вы этого в этом раз убедитесь, два убедитесь, а потом просто отойдете в сторону, потому что вас это совершенно не устроит, да. Но это творческий такой человек, да, вы его, может, не с первого раза поймете, не с первого раза оцените, но на самом деле у него много хороших качеств, и такой человек, по сути, мог бы стать знаменитым, но его нужно определить, ну, то есть, если бы он развивал свои таланты, да, свои вот эти вот какие-то творческие направления, интуицию свою бы развивал, то есть, ну, да, мог бы добиться даже успеха. Хорошо. Подходит ли вам этот человек на самом деле? Так, сейчас я. Карта Мир. Да, вы знаете, на самом деле этот человек вам, ну, подходит для жизни. То есть, да, но, понимаете, вы ищете скорее больше, может, там, лидера обязательного, допустим. А человек сначала выглядит, может, таким, но на самом деле это более мягкий человек, хотя вам очень подходящий и творческий, да, и вы его, ну, не поймете, и в итоге, конечно, ну, можете оставить его не вовремя, то есть, ну, когда... не разобравшись, да, там, допустим, не выполнил какое-то обещание, и все, до свидания. Но на самом деле этот человек идеально вам подходит. И если перспектива серьезных отношений, будут ли серьезные отношения, император. На самом деле у вас есть большая перспектива серьезных отношений, но и такой момент, что у этого человека есть конкурент в будущем. То есть может появиться другой человек, с которым вы тоже, в принципе, могли бы строить отношения. И раз такой человек появляется, вы сможете выбирать
И вы, скорее всего, можете выбрать более такого брутального кого-то, да. Но еще раз повторю, что это не факт, что это будет идеально правильный выбор. А вот между вами и этим человеком действительно есть перспектива серьезных отношений, но если проявить немножко терпения в самих отношениях. Вот. Ну, вот такой ответ у нас по второй позиции, да. Убираю карты обратно в колоду. Смотрим третью позицию. Новый знакомый, да? Новый знакомый. Итак, первая карта – ваши чувства к этому человеку. Так. Здесь у нас 15-й аркан вышел. 15-й аркан. Ну, о чем он говорит? Что, с одной стороны, вы можете использовать этого человека. Ну, то есть желать его использовать в своих целях, да? То есть он вам сам по себе, допустим, не нужен, а вы им просто пользуетесь. С другой стороны, иногда карта показывает прям губительную привязанность, то есть сильную зависимость. Если вы уже успели впасть в эту сильную зависимость от нового знакомого, тогда да, тогда подходит эта трактовка. Но если нет такого сильного влечения, зависимости, темной энергии, привязанности, да, и страсти, то думаю, что вы просто пользуетесь тем, что человек может дать или дает вам, пользуйтесь общением с этим человеком, у вас более такой подход, что ты мне можешь в жизни дать, ну, более эгоистичный, что ли, подход использования, да, что ты можешь мне дать, вот и все. Хорошо, давайте посмотрим, а что этот человек чувствует к вам. Тройка кубков. Ну, веселье. Вот такое, как влечение легкое и веселье. Человек, возможно, находится еще в одних отношениях, о которых вы можете и не знать. Вы тоже можете находиться в отношениях по дьяволу, тоже об этом не говорить этому человеку. Тройка кубков часто показывает, на самом деле, треугольники, но при этом человеку как-то весело, легко, так, вот есть, нравитесь просто и все. То есть что-то такое легкое, да? Хорошо. С вами весело, ладно. Давайте посмотрим, что у вас на мыслях. Колесница. Ну, может быть, поездка совместная, или чтобы человек приехал, да, или чтобы вы к этому человеку съездили. Ну, также может быть мысль добиться своих целей, да, каких-то, преследуйте цели какие-то в жизни. И может, ведь действительно мне может этот человек позволить добиться этих целей. То есть опять такой момент идет немножко, что если мы будем смотреть в одну сторону, мы могли бы создать взаимовыгодный союз, да? Так, ну а у него на мыслях что? 8 кубков. Дорога какая-то, поиск своего счастья. Я хочу найти свое счастье в жизни. Я не знаю, ты это или не ты, но я хочу развеяться, я хочу выбраться из определенной жизненной ситуации, которая мне надоела. Я хочу что-то в своей жизни поменять, а ты для меня человек новый, интересный, и это будет означать вот эти перемены, да? То есть это и будет означать, если мы будем развивать отношения, что я иду к этим переменам, мне весело и интересно, я хочу развеяться. Но значит, у человека перед этим в жизни был некий застой, а когда вы появляетесь, ему становится веселее и веселей. На намерениях у вас 7 кубков. Вы не знаете, куда все дальше пойдет, и вообще будете ли вы с этим человеком. Вы скорее очень сомневаетесь, нравится ли этот человек вам на самом деле. И, возможно, готовы встретиться с этим человеком еще раз, чтобы это понять. Но вы пока ничего не знаете, что у вас в намерениях. Что у человека в намерениях? 8 жезлов, которая показывает то, что человек хотел бы развивать отношения, хотел бы общаться больше, хотел бы больше от вас новостей, информации о вас, узнать побольше о вас, больше разговаривать с вами, общаться и проводить времени, может быть. Есть у этого человека влечение к вам, осуществить это влечение на физическом уровне. Так, хорошо. Какая перспектива есть отношений? Рыцарь кубков. Любовные отношения, романтические, довольно интересные, веселые, опять же, да, и много необычного, может быть, много событий в этих отношениях. Скучно точно не будет, но отношения такие яркие могут быть, да. Какой это человек?
5 мечей. Довольно сварливый человек. Вот еще одна карта сама выпала. Но при этом по 10 пентаклей зажиточный. То есть у человека могут быть деньги, да, но это очень сварливый человек. Конфликтный. Причем очень злой иногда, когда по нему, не дай бог, проехаться, да, что-то ему сказать там нехорошее. Он очень бурно реагирует, очень взбешается. Я бы сказала, вплоть до рукоприкладства, если честно. Но заинтересован такой человек жить в семье, в серьезных отношениях, и у которого действительно есть имущество, деньги, работа. Но при этом сказать, что это идеальный человек, невозможно, потому что это скорее агрессивный человек. Давайте посмотрим, подходит ли вам такой человек. Совсем нет. Совсем нет, от слова не, совсем, да, вот. Скорее ваша душа, почему и у вас на чувствах 15-й аркан, скорее воспользоваться какой-то ситуацией в связи с этим человеком я могу, а дальше нет, нет, нет. Меня ничего больше не устраивает, и я чувствую, что что-то не то, да, вот какую-то темную энергию, и правильно, вот у вас чуйка, она вас не подводит, у вас, скорее всего, нет к этому человеку привязанности, а есть вот этот момент, да, что я не испытываю чувств, не испытываю. Этот человек вам не подходит, это не ваш человек. Могут ли с ним быть или будут ли серьезные отношения? Туз жезлов. Серьезных быть скорее не может. А могут быть яркие, страстные отношения, но не дальше того. То есть здесь не на что особо рассчитывать, а скорее вспышка. Вспышка и погасла. Вот так. То есть я бы вам не рекомендовала идти дальше в эти отношения, потому что это злой человек, агрессивный, может неизвестно каким боком обернуться эта ситуация для вас, во-первых. Во-вторых, да, вроде как и деньги есть, но деньги это не все в жизни, мои дорогие. Если человек может вас и обругать, и побить, и очень импульсивно реагирует, и ревнивый, может быть, даже, да, собственник, то зачем вам такой человек нужен, чтобы вы страдали или вас там дома троллили, зачем? Не надо связываться с такими, вот и все. И вы это уже чувствуете. Вот такой ответ у нас по 3-й позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь и до новых встреч.